Форум «Келечек», прошедший в Бишкеке, собрал активных женщин из разных сфер деятельности, которые выразили обеспокоенность в вопросе прав и свобод граждан. Собравшиеся посвятили мероприятие обсуждению роли женщины в государстве. Депутат Наталья Никитенко заявила, что в парламенте особое место занимают ее коллеги-женщины, которые поднимают социальные вопросы. Представьте себе мажоритарный парламент. Это олигархический, однополый, мужской однозначно парламент. И вы думаете, очень долгое время этот парламент, который не сможет отвечать в полной мере, без женского лица, на нужды народа. То есть на нужды тех же женщин с детьми, малоимущих, на систему образования, здравоохранения. Традиционные вопросы, которые поднимают женщины в парламенте. Вы думаете, это долго будет устраивать людей? Ведь начнутся вопросы, начнется недовольство. Поэтому не нужно накапливать напряжение. Нужно дать возможность разным силам быть в парламенте. Отметим, что в парламенте из 120 депутатов 20 женщины, что не достигает положенной 30% квоты. Как говорит юрист Сания Тактагазиева, в новом проекте Конституции изъяты некоторые нормы, которые могут и вовсе исключить наличие женщин в госуправлении. Ну а если эта конституционная реформа пройдет, и эта редакция Конституции, это означает, что женщин будет меньше представлено, может и вовсе не будет, а всегда социально значимые экономические вопросы поднимали всегда женщины. Да? Это просто не в приоритетах у мужчин. Соответственно, в такой перспективе это может очень сильно негативно отразиться на правах и свободах женщин, и детей, и других уязвимых слоев населения. Не остался в стороне также вопрос участия женщин в бизнесе. Предпринимательница Айнура Саганбаева говорит, что на высокодоходных бизнесах в основном заняты мужчины, так как у женщин неравный доступ к финансовым инструментам, и они подвержены стереотипному давлению. Нужна большая государственная поддержка. Государство должно сказать: да, у нас есть женщины, и мы будем всячески помогать женщине, чтобы она участвовала в сфере экономики. Без такой поддержки ни в одном государстве развитие женского предпринимательства невозможно. Даже в Америке есть такие программы. Даже в Америке, в развитых странах, в европейских странах есть такие программы, потому что есть понимание, что без участия женщин, без участия половины страны в экономике невозможно развиться.